Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Приветствую всех еще раз. Приветствую всех еще раз. Приветствую всех еще раз. Приветствую всех еще раз. Приветствую всех. Интересно. Как сейчас? Я отлично. Все отлично. Да, так, Максик, привет. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Давайте не будем снова отвлекаться. Сегодня 17 января 2020 года. Вы на канале Reality. С вами снова я, Аслан Арцуев. Так, сегодня мы, наверное, обсудим ту ситуацию, которая сейчас развивается в России. Изменение конституционного строя фактически, уже оформление его в юридическом виде. Ну, короче говоря, мы должны это все обсудить. Ну и разные вопросы, буду дальше отвечать на ваши вопросы. Обсудим ситуацию с правами чеченцев, правами чеченцев в Германии. Ну, посмотрим, пообщаемся, будет видно. Так, Сюрди Крильбах, Сейф Далузи. Так, Масана, валейкум салам. Так, добрый вечер, Александр. Так, Унзацал С, Маршвойль, валейкум салам. Джахар Дудев, Маршвойль. Адам Грузинский, Маршвойль, валейкум салам. Так, давайте немножко подождем. Посмотрим. Так. Персона нон грата. Астан шу законный гентибу. Алмула. Законный духой. Так, Али Алиев. Агент ЦРУ. Салам алейкум. Алейкум салам, агент ЦРУ. Али Алиев. Нельзя присмыкаться перед рожденными ползать. Совершенно верно. Артур Протсан. Вітанню Аслан та вільну народу Ічкерії. Вітання від Інтерхунта. Вітанню Артуру, вітаю Интерхунту, вітаю всех украинцев. Машал Хаиль, он социалес. Так, Адам Грузинский. Аслан, у Димона жена ушла из-за того, что его уволили. Да-да. Ну, Димон вернется. Ну и жена, наверное, потом вернется. Так, посмотрим, что у нас тут. Короче говоря, продолжается непонятно твориться с моим каналом. Списываются подписчики, удаляются потом попытка была взлома почты. Ну, короче говоря, делают, что могут. Видимо, не все могут. Но делают, ну, пробуют. Так, давайте начнем с темы, которую сейчас
активно обсуждают и которая реально повлияет на ситуацию в России, соседей, на ситуацию соседних стран с Россией. Ну и в конце концов это такая вот закручивание, усиление гаек для усиления власти путем закручивания гаек, узурпации как можно больше власти, да, чтобы можно было все и тебе за это ничего не было. Поэтому хотелось бы вот этот вопрос обсудить, чтобы мы знали, к чему все это идет и что нас ждет. Вот. Давайте начнем. 15 января незаконный президент, фактически недоцарь Путин, запустил процесс конституционного переворота Российской Федерации. Хоть данное действие носит неправовой характер и не имеет юридической силы, так как такие поправки имеет право носить только Конституционное собрание, которого в природе не существует. Я про Конституционное собрание я позже расскажу. Все же стоит внимательно изучить этот вопрос, фиксировать происходящее, которое без сомнения является исторически значимым событием как для России, так и для Чеченской Республики Ичкерия, Грузии, Украины. Насколько сильно окажет это влияние, покажет время. Это событие. Согласно статье 135 Конституции Российской Fедерации, которая была принята в 1993 году, и тут стоит обязательно всегда напоминать, что Конституция Чеченской Республики Ичкерия принята в 1992 году, 12 марта. А Конституция Российской Федерации принята через 1,5 года, куда незаконно была вписана Чеченская Республика Ичкерия. Конституционное собрание, согласно этой статье 135, созывается в соответствии с федеральным конституционным законом. То есть вот это конституционное собрание для изменения или для оставить без изменения Конституцию или вынести какие-нибудь поправки. Особенно это касается поправок основных, касающихся 1 и 2 главы Конституции Российской Федерации. Именно вот 1 главу, 2 главу вносятся поправки. Путин вынес предложение для внесения поправок. Ну, конечно, без сомнения, это они проведут, потому что мы все прекрасно знаем, как проводятся выборы, как уже по отлаженному механизму проводятся выборы в Российской Федерации. Так вот, вот это Конституционное собрание созывается в соответствии с федеральным законом, конституционным федеральным законом, которого на данный момент времени не существует. То есть не прописан механизм вот этого Конституционного собрания. Есть как бы его функции обозначены, да, что вот в правовом государстве они должны быть, но они не прописаны, в каком порядке, как это все будет происходить. И, соответственно, Путин не имеет права, начнем с того, что Путин не имеет права объявлять референдум по Конституции. Этих полномочий президент России по закону не имеет. Раз, нарушение. Касающиеся основ конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные поправки и пересмотр Конституции. Это делается только в соответствии с Конституционным собранием, которого не существует. Первое, что предложил Путин, это недоцарь предложил дать больше полномочий Госсовету. Госсовет это такой маленький, такой небольшой орган, который, в принципе, как таковую роль в политической жизни России не играл. Сейчас же ситуация, конечно, изменится. Полномочия будут не меньше тем, которые сейчас имеет сам Путин. То есть это будет верховный орган власти в Российской Федерации. По крайней мере, вот то, что мы сейчас видим. Если что-нибудь опять не взбредет в голову и не переиграют.
Фактически упраздняются полномочия Совета Федерации, которые передадутся тому самому Госсовету. Госсовет должен подчинить себе все субъекты Российской Федерации. Тем самым официально можно убрать уже слово «федерация». Все. По духу Конституция нарушалась давным-давно, очень часто. Сейчас же Конституция уже по букве закона уже меняется. Значит, если федерация она не существует даже по букве, то ей нет смысла называться таковой, да, Российской Федерацией. Соответственно, сейчас или позже название Российской Федерации должно быть изменено. Так, второе, чего коснется вот эти поправки, это ограничение приоритета международного права над российским. Поправки собираются пакетами внести на всеобщее голосование. Но в принципе это то вот, о чем мы, в принципе, это самое важное, что будет изменение. Это изменение конституционного строя по факту. И как федерации, и к выходу из-под приоритета международного права. Эти поправки подрывают основы конституционного строя. Международное право – это система ценностей и принципов, и именно конституции стран являются связующим звеном. Банда матерого террориста Путина разрушает ошметки основ демократической конституции, то есть совершает конституционный переворот. Европейская конвенция о правах человека не будет официально иметь никакого значения в Российской Федерации. Как работают русские карательные суды, мы прекрасно осведомлены. Это один из важнейших демократических принципов, прописанный в основах конституционного строя России. От него отказываются. Но фактически процесс разрушения Конституции начался 20 лет назад. Это когда были порядок формирования Федерального собрания. И вот тогда уже фактически началось вот разрушение уже по букве закона. Затем очень много были эти нарушения Конституции в законодательном порядке. Да? В том числе, например, были такие законы, которые вынес прокурор Устинов по прямому указанию Патрушева, директора ФСБ, который его как бы поддержал в этом во всем. Это был закон о захвате заложников у чеченских или кавказских партизан. Об этом в 2000, могу ошибиться, в начале 2000 годов Устинов на съезде, в Государственной Думе открыто заявил, что нужно захватывать родственников защитников чеченского государства. Далее были постепенное закрепощение регионов. И в 2004 году политические силы России спровоцировали теракт в Беслане, жертвами которых стали 334 мирных гражданина. Много было погибших со стороны захватчиков школы. И воспользовавшись вот этим, были отменены выборы губернаторов России, что также является нарушением. Далее, в декабре 2015 года Госдума по указке Кремля приняла закон, позволяющий России с разрешения Конституционного суда не исполнять решения международных судов. Так что ничего нового фактически даже в этом смысле Путин, или вот если они сейчас будут менять Конституцию, не будет. Просто в Конституцию будут внесены изменения и выйдет новая редакция Конституции. А в этом плане ничего нового, потому что в 2015 году Россия уже фактически, юридически вышла уже из-под международного права. И ситуация, которая сейчас складывается в России, без восстания народа против узурпатора власти не обойдется. В противном случае им остается становиться рабами
рабами вот той банды КГБшников, которые захватили власть. Но есть хорошие новости для россиянцев. Со времени получения независимости в 1825 году в Боливии произошло 200 переворотов, то есть в среднем по одному перевороту в год. Так что есть куда стремиться. В принципе, если кратко, я вот так увидел эту картину, и это очень большие последствия будет иметь. В первую очередь, конечно же, что будет касаться именно нашей ситуации. Сейчас, одну минутку. Во-первых, это должно коснуться договора 1997 года между президентом Асланом Алиевичем Масхадовым и президентом Российской Федерации Ельциным. Договор о мире и принципах взаимоотношений от 1997 года. Этот договор будут пытаться нивелировать. Этот договор будет ссылаться на то, что заключала с вами Российская Федерация, а сейчас у нас новое образование. Это говорит о том, и также то же самое касается и Крыма, и то, что связано с Украиной. То же самое будет говориться. Это брала Российская Федерация, мы к этому не имеем никакого отношения. Но если они не имеют к этому никакого отношения, то правопреемство России в Совете Безопасности ООН, постоянным членом, тоже не является обязательным. Это будет удобным способом выкинуть Россию из Совета Безопасности, из членов, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Но, в принципе, это и так ожидалось. К этому шло, и на это были направлены усилия, скажем так. И это было, в принципе, неизбежно. Путин и его банда пытаются избежать ответственности за все преступления, которые они совершали, и вот такого вот плана ситуации, и наворованное оставить себе. Фактически это то, что касается международного взгляда. То, что внутри, то же самое произойдет. Все наворованное, оно остается тем, кто наворовал. Это в первую очередь Путин. Потому что остальные, кроме Путина, должны быть подвергнуты жестким репрессиям. И вот мы возвращаемся к тому, что ждет Россию. Все те, кто наворовал, если по каким-то признакам, там есть приближенные, отдаленные и так далее лица, если они не подпадают в списки приближенных или очень приближенных, они будут зачищены. Также будут зачищены некоторые и приближенные. То же самое, в принципе, переформатирование страны происходило при Сталине. Ту страну, которую начал уже строить Сталин, она была абсолютно не похожа на ту, в которую закладывался дух и смысл, дух и буква в 17 году. Когда уже переформатирование, как и сейчас, шло долгое время, не сразу все это произошло, но когда оно уже юридически было оформлено, изменено, то это уже ничего не походило, практически никак не походило, кроме вывески, названия на советскую, на большевистскую республику или страну, которую строили тогда эти Ленин и его товарищи. В принципе, то же самое происходит сейчас в России. Это такой интересный момент. Эта ситуация планировалась очень давно. Ничего нового я для себя лично не узнал. Об этом давно они говорят. У них там есть это НОД, Национальное освободительное движение, так называемое, которое хочет выйти из-под гнета Америки. И они считают, что Россия захвачена, и все, сейчас они должны освободиться. То есть они должны стать как Северная Корея. Они не подчиняются, на них санкции, и это будет продолжаться. Но после того, как страна изменится, произойдут изменения, у них появляются юридические рычаги для того, чтобы оспаривать эту ситуацию и начать этот процесс. А для того, чтобы это все произошло, этот референдум, изменение конституционного строя,
по факту конституционный переворот, который сейчас происходит. Путину и его банде нужны люди. Люди, массовки, которых они собирали, когда вот были сейчас перед выборами Путина и так далее. Ну, нужно очень много народов, чтобы на Западе сказали, хорошо, мы признаем это. Ну, как сказать, сделать картинку им надо. Об этом давно они говорят, но народу России обычно что делает? Если он не хватает духа сопротивляться, то он просто саботирует все решения. В принципе, совок поэтому и развалился, потому что все как бы на словах поддерживали совок, но никто ничего не делал для того, чтобы этот совок существовал. И живым примером, таким ярким примером того, что в России все коммунисты, все, даже коммунисты не вышли, да, ну, имеется в виду партийные работники, которых было миллионы, они не вышли на защиту Советского Союза. Там не только выйти на митинг нужно было тогда, нужно было не доводить до этого и как бы строить страну. Но вся страна, все саботировали, да, говорили одно, делали совсем другое, думали совсем третье. То же самое, это такая у русских защитного народа защитная реакция. Да, она не очень достойная, не очень красиво выглядящая, но она работает долго, приходится очень много унижений терпеть, переносить большие потери, но по факту эта система тогда сработала, просто они довели людей. Но сейчас то же самое будет происходить. Теперь будут как бы пытаться вот народ собрать, показать картинку, и русские, если просаботируют, полный игнор, полное непризнание вот этого действия, преступного действия для того, чтобы Путин выкрутился. Теперь можно вернуться к санкциям, которые Путин они сделали, получили на свою голову. Да? С 2014 года, с момента агрессии, нападения вероломного, без объявления войны, нападения на братскую Украину, прошло около 6 лет. Да? И за эти 6 лет Россия обанкротилась. Опять же, в России есть деньги, есть миллиардеры, и вот все вот это окружение Путина, это очень богатые люди, это миллиардеры, там мультимиллиардеры. Но у населения его нет, население обобрано полностью, ободрали население как липку, и ободрали именно для того, потому что бедный народ, он, конечно, может сопротивляться, но если у того, против кого он сопротивляется, есть армия и спецслужбы, то очень легко справиться вот с этим бедным народом. Потому что для того, чтобы организовываться, всегда нужны деньги, нужны средства. А если люди бедные, они еле-еле выживают, они могут становиться только там смертниками или там еще что-то. Но такое организованное сопротивление оказывать очень трудно. Тем более на протяжении многих-многих десятилетий в России атомизировалось население, народ, и люди как бы очень разобщены. Вот, в принципе, вот такого плана ситуация сейчас в России происходит. Давайте будем обсуждать, ну и, конечно же, следить за этим всем и понимать, что происходит. Так, пойдемте дальше. Давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Сотник говорил, что лунный свет. Сотник говорил, что от перемены слагаемых сумма не поменяется. Так и с правительством России. Да, ситуация для власти, в принципе, на самом верху, да, первый эшелон власти, если его так можно назвать, то для них практически ничего не меняется. Это люди в сговоре, которые сейчас пытаются уйти от ответственности и заработать еще больше власти и денег. Почему они это делают? Во-первых, это подготовка вот к 2024 году. Да? Сейчас проведется этот референдум, все утрясется, и потом Путин просто там перейдет на эту должность, да, или объявит досрочные выборы. Я думал, что это должно было произойти там чуть-чуть раньше, но вот затянулось и прошло сейчас. Потом казалось, что это будет дотягиваться до 23 или 24 года. Но ситуация, видимо, повлияла
как-то на это решение, и может оно и так было запланировано, но мне казалось так. Ну вот посмотрим, как они будут дальше действовать. Но Путин станет вот председателем или кто там, главой этого Госсовета, где президент будет его заместителем. И председатель парламента, который имеет почти равные права с президентом, который будет иметь, то есть Володин, да, Володин его, по-моему, зовут. Да. Вот этот Володин будет иметь практически равные права, как у президента. Президент будет такой технической фигурой. Ну, конечно же, они все будут подчиняться вот этому главе. Опять же, этого недоцарьку, бандиту Путину, людоеду Путину. Так, Вилиус Якимовичус задонатил. Спасибо за донату, Вилиус. И Чаушевского когда-то думал, что он вечный и гениальный, но кончил возле грязной стены. Да, вместе с супругой. Вместе с супругой. Совершенно верно. Вот сейчас такая ситуация, конечно же, ситуация меняется. Если бы ситуация не менялась бы, то Путин не пытался бы это сейчас, именно сейчас это делать. Путин слаб, и он сейчас играет, как есть выражение, хорошая мина при плохой игре, по-моему, так это, или, да, ну, наверное, так. В плохой ситуации он, конечно, держится, да, он показывает, что все отлично, и как бы сейчас он фактически делает переворот, и все молчат. Но тот, кто сейчас начнет возникать, да, у них начнутся проблемы. Если это сопротивление не будет носить массовый характер. На руководство в высших эшелонах власти России много на этих людей рассчитывать не приходится, потому что им проще со своими миллиардами сбежать, чем там спасать Россию, там как-то препятствовать Путину. Что русский народ поднимется, тоже слабо верится, так как русские, во-первых, многие не понимают, что сейчас происходит, да, и вот тот референдум, который незаконно предлагает незаконный президент, будет проводиться с нарушением. И, конечно, будет подтасовки, но еще за время референдума подготовки как-то они должны по-другому его назвать, потому что референдум имеет право выносить конституционное собрание закона, по которому не существует, значит его нет, да? Это мы выяснили. Значит, сейчас нужно как-то по-другому назвать, да, не референдум, как-то, может, по-другому они его назовут. И то, что русские поднимутся, в это слабо верится, но остается надежда, что русские проигнорируют, всячески высмеют, всячески осудят, да, массово причем. Это должно происходить массово, везде, всюду. Русские должны сказать: нет, мы не признаем, это ерунда. И что происходит? Нужно время подготовки вот к так называемому референдуму, условному референдуму. Нужно время для того, чтобы ознакомить людей. Происходит фундаментальные изменения Конституции. Соответственно, каждому человеку вот надо это разжевать, да, доходчивым языком, без терминов юридических, там, с минимальными терминами. Доходчиво разжевать, чтобы люди поняли, чтобы не получилось так, что опять облапошили, а мы не знали. Но в принципе так и произойдет, потому что я думаю, если он сейчас объявляет, это делается в срочном порядке. Нужно вот срочно закрепить эту ситуацию. И мне кажется, вот эти дроны, которые уничтожили Сулеймани, сыграли в этом ускорении этого процесса большую роль. Ну, конечно, это все только лишь мое мнение. Да? Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Если у вас есть какие-то вопросы или вы что-то не поняли, что я сказал, вы меня спросите, я вам постараюсь объяснить. Адам, Россию спасет только революция. Да, совершенно верно. Только вооруженное сопротивление. Или ненасильственное сопротивление. То же самое. Но это должно носить массовый характер. Адам Грузинский. Аслан, что насчет СКРА? Что-то притихли крашники. Есть у них одна фишка, когда пригорает у них активизируются праздники, поздравления друг друга в Инстаграме.
Я не знаю, я не слышал, да, на самом деле, но, видимо, сейчас они проходят инструктаж, идет работа усиленная, потому что Рамзан Кадыров играет, наверное, не последнюю роль вот в этом процессе, потому что сейчас будут задействованы силовые структуры вот этого террориста Путина, потому что некоторые начнут возмущаться, некоторые, как бы, есть люди, которые понимают это все, есть люди, которым не безразлично, и появятся люди, даже в верхних слоях российского общества, которые начнут высказывать свое недовольство. Потому что это дорога в пропасть, дорога в никуда. Эта система просуществует только до смерти Путина. Потом опять же все это надо будет перевосстанавливать все. Потому что Путин не вечен. И как бы он ни строил государство, это все проходили всегда. И на наших глазах происходило, например, даже Сирия, которая также была узурпирована власть, ну, много лет держалась Сирия, да, вот эта власть узурпированная, много десятилетий держится Иран, хотя он уже банкрот фактически. И то же самое будет происходить и в России. Но это путь в никуда. Куда привел Сирию, куда идет Иран, мы все видим. Куда пришла Северная Корея, мы видим. Ну, в принципе, вот, вот что ждет Россию. И русские, если не хватает духа выходить, митинговать или лень, или еще что-то, то хотя бы вот нужно вот этот момент, уже вот с первых дней, как только он объявил, высмеивать, осуждать и, конечно же, подчеркивать, что юридически это абсолютно неправомерно, это незаконно. Так, пойдем дальше. Германия. Ассаламу алейкум, дал эту бойла астан. Ва алейкум салам, дирейс хули. Так, Андрей Субрев. Аслан, что по вашему мнению означает уход Кадырова? Я вот только что рассказывал. Кадыров никуда не уйдет. Кадыров уйдет только на повышение при Путине. Кадыров данный, или, ну, или если он совершит преступление, то есть измену, это самое тяжкое преступление в этой бандитской среде, ну, в принципе, это в любой среде является таким. Но у них вот по понятиям только вот это предательство считается тяжким. Остальные преступления для них не так, не имеют значения практически. Поэтому, если он не совершит измену Кадырову, Путину, то он никуда не ушел, и он вернется. Сейчас, вот я говорил только что, он занимается, видимо, вот этими вопросами организационными, да, куда подъехать, где выставить людей, кого направить куда, ну и так далее, с кем провести беседу воспитательную, с внушением. Выписен культа. Да, Сурков сказал, что путинизм будет и без Путина. Да, они так хотят, конечно. Они так хотят вот построить такую систему, которая будет без Путина. Так, пойдемте дальше. Ночь из Германии. Аслан, когда будет митинг в Берлине насчет наших братьев, которых арестованных? Я вот не знаю, о чем ты говоришь. Если ты имеешь в виду вот тех позавчера задержанных ребят, или позапозавчера, их уже отпустили, они не арестованы. 5 человек, как я видел сегодня на радио Машу вчера. Я вчера был занят очень важным делом. И как бы не следил до конца. Сегодня я видел на радио Машу интервью от одного из них. Этого парня я как-то видел, знаю. Не знаю, правда, что хотели от него полицейские. Не знаю вообще ничего про это дело. Только тот там от одного человека там слышал про эту информацию, что очень жесткие задержания, очень грубые. Ну, грубых не было, но было по всем формам, да, задержания. Не грубили, не избивали. Об этом он сам говорил. Но вот ситуация, то, что обвиняют вот в таком положении, это, конечно, очень плохо, в первую очередь, конечно, для них. Я думаю, в этом деле митинги можно, конечно, проводить.
Это, конечно, надо привлечь внимание к этому делу. Но он, конечно, сам должен выйти со мной, например, на связь. У него есть мой номер, он может найти мой номер. Вот, Зелимхан Удугов. Зелимхан Удугов — это племянник Маулади Удугова. И если выйти на связь, конечно, с чем сможем, мы поможем. Любую консультативную, другую помощь, какую сможем. Но я посоветовал не просто митинговать, да, потому что полиция это задержала. Полиция могла иметь информацию, иметь подозрения какие-то, ну и так далее. Если же против полиции, конечно, тоже надо писать заявление, если были нарушения какие-то, да, но та группа захвата, которая приезжает, она действует уже по бумаге, которая уже у них имеется. И раз их задержали, на них ничего нет, да, их даже не задерживали, да, вот этого Зелимхана Удугова его не задерживали, его там из дома даже не забрали. Но была вот какая-то инсценировка такого захвата, где была камера, снимали. И как по волшебной палочке, так по дуновению волшебной палочки, все СМИ начали рассказывать, какие чеченские исламистские террористы там, что там было, чеченские исламисты везде начали писать. Вот я именно обратил бы внимание и Зелимхана Удугова, и других, именно в первую очередь обратиться в профсоюзы журналистов. И они практически все русскоязычные, да, русские, еще Зелимхан, если услышишь или если кто-то смотрит и можете передать этому Зелимхану, скажите, не общаться с русскими пропагандонами, потому что это лживые мерзавцы. То же самое вот эти русскоязычные. Они не то же самое, но там есть отличные журналисты в этих разных редакциях, но по большей части они настроены античеченские. И я знаю, откуда, да, растут эти ноги. Поэтому обратиться вот против всех, да, я видел на Deutsche Welle, Зелимхан уже дал интервью, и это уже как-то красит Deutsche Welle. Потому что, как-то дают слово, да, сказаться. Также я бы на его месте связался бы с другими организациями, попросил бы их, во-первых, сперва извиниться, да, такое претензионное там письмо написать, а после этого, если же не будет достаточно извинений, да, или опровержений того факта, что эти люди не являются никакими там чеченскими исламистами, то можно подавать на них в суд. Для того, чтобы подавать в суд, я, например, предлагаю сбор денег. Если у Маулади, у Зелимхана Удугова нет средств, если он пожелает, мы обязаны просто все объявить клич и собрать для того, чтобы журналистов поставить на место. И провести хороший, открытый, публичный, да, освещая, если это будет суд, освещая этот суд со всех сторон, да, с мнениями, и показать, что мы никакие не чеченские исламисты. Да. Вот что я бы предложил. С митингами, конечно, митинг тоже стоит провести, но нужно в первую очередь обращать внимание на то, что делали журналисты, и я подал бы в суд. Конечно же, если есть нарушения со стороны полиции, на них тоже следует это полное законное право любого гражданина защищать свои права посредством суда. Поэтому я бы советовал сделать именно так. Если проводить митинг, конечно же, его надо проводить и перед редакциями вот этих газет или основных, да, офисов их, вот этих каналов, да, Deutsche Welle, кто там, BBC об этом написал, все написали, да, русские просто смаковали, русские мерзавцы, журналисты имеются в виду. И я призываю вообще с ними не общаться. С ними нужно общаться вот в одном направлении их отправлять. Это матерые чекисты и матерые лжецы, с которыми не стоит вообще никак соприкасаться. Вот я бы поступил бы так. По поводу митинга, нужно проводить митинг
или вот перед этими каналами, зданиями, офисами вот этих каналов, одного из них, или можно несколько провести, или можно от одного пойти в другой, потом в третий, и это будет очень привлекать внимание. Конечно же, надо максимально собраться по этому поводу, и если там об этом пожелает, например, сам Зелимхан или те ребята, которые с ним задержаны, конечно, я готов и митинг организовать, и все сделать. Если только там они скажут, давайте, помогите организовать, там, помогите там сделать. Но, опять же, нужен хороший адвокат. Адвокат у него есть, один, два, по-моему, ну, там, я не знаю, по моей информации, адвокат у него имеется. Если это хороший адвокат, можно взять еще какого-нибудь дополнительно, еще одного адвоката по этому поводу. Но в любом случае, если нужны деньги, мы должны собрать эти деньги. Потому что это касается всех, потому что называли чеченскими исламистами не только их, нас всех завтра назовут. Но, опять же, это должен делать Зелимхан, потому что только Зелимхан знает, насколько он готов идти, да, вот по этой системе, и насколько он невиновен в этой ситуации, скажем так. Я считаю, что он невиновен в этой ситуации. Ну, это мое такое предварительное мнение, которое я делаю на основании публикаций в разных СМИ. Так что вот такие вот дела. Давайте дальше перейдем к вашим вопросам. Чечня не Россия. Сун именно термаж цаюш я тердин цаюш Европ ю ната почалкшу. Шей биду инш болж дабал без. Вот такое мнение есть у Чечня не Россия. Я не знаю, насколько все это, для чего это делается, очень трудно понять. Но все было срежиссировано, это было видно невооруженным глазом. Так, Асамбек Тутай, было бы хорошо, если бы был бы фонд по борьбе с ложью или страховку таким оплачивать. Я думаю, ты понимаешь. Да, Асамбек, я это понимаю. Конечно, нам нужен фонд. Нам нужно собирать деньги для этого. Всегда должны быть у нас уже наметки с хорошими там, известными адвокатами. И, конечно, должны быть средства, чтобы мы могли оплачивать таких адвокатов. Так что, ну вот так вот, надо заниматься этими вопросами. Так, да вам, Аслан, как организовать пресс-конференцию для чеченцев, которые задержали по беспределу? Что делается в этом направлении? Херсикш, Сацуиз. Пресс-конференцию очень легко организовать. Во-первых, сейчас с учетом вот средств массовой информации никакая пресс-конференция в принципе не нужна. Но в любых странах, демократических странах, есть такие независимые пресс-центры. Да, они есть и в Берлине 100%. Вероятно, они там есть. Вот в городу обращаешься и просишь там, или выясняешь в интернете, где это находишься, подаешь заявку, и там ты сообщаешь, что вот есть и такого-то числа пресс-конференция, вот такие-то люди по такому-то делу, оформляешь заявку, будут проводить на такую-то тему пресс-конференцию. И это все рассылается разным журналистам. Журналисты, кто хочет, приходит и посещает это. Но, опять же, и это можно сделать. Можно просто помещение снять или взять какое-нибудь помещение, позвать туда всех. И у нас есть и интернет, и это средства связи, и телефоны, куда можно записать. И просто вот люди сядут за стол и расскажут всю ситуацию и обратятся. Обязательно должна быть резолюция, если проводится пресс-конференция, проводится митинг какой-нибудь, особенно если это касается такого рода действий. Да? Это если не пикет, митинг какого-нибудь поминального или какого-нибудь юбилейного характера. Да? Если это какие-то требования, то, конечно, они должны быть изложены документально, письменно, в резолюции, и она должна быть отправлена по соответствующим адресам, к кому вы обращаетесь.
В принципе, это несложно организовать, да, если нужно, я готов помогать всячески и привлекать к этому внимание. Чечня не Россия. Валла выборович цу арб махшка социалушдалай. Да, это тоже правда. Это тоже правда. Вы знаете, у нас ислам стал такой модной привычкой, но особенно вот внешние атрибуты ислама, да, мусульманина, внешние атрибуты мусульманина. И, конечно же, люди себя очень неправильно ведут, да, при всем при этом не понимают просто. Мы должны проводить разъяснительную работу. Это нам будут мешать, нам будут препятствовать именно те, кто не хочет, чтобы наш народ развился, чтобы мы чуть-чуть были, понимали, что происходит вокруг. Но при всем при этом эту работу нужно вести, как бы нам трудно это не было. Так, Можда, Чечня не Россия. Цахирдо, Чумш, Мадиц, там нет халявы. А так Арбой, Ауганч, Убац просто те правительство, американцы, Шивахкель, да. Так, пойдемте дальше к вашим вопросам. Так, Мухаммед Technology инновацион. Кадырову предложили высокую должность в российском правительстве. Пойдет на повышение. Может быть, на повышение пойдет. Ну, маловероятно, мое мнение это только, да, потому что он нужен вот на контроле. Хотя, чтобы избежать, опять же, московского механизма, который был запущен из-за нарушений массовых убийств, казней, совершенных русскими террористами, их пособниками на территории временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, Кадырова могут перевести на другую должность, да, и сделать его каким-нибудь там в другом месте, что вот его даже допрашивать нельзя. Может быть, но может и оставят. Это, в принципе, как таковое не имеет никакого значения. Единственное значение имеет это для людей, которые там проживают. В любом случае будет ужесточение, и те люди, которые сейчас нахапали денег, эти люди будут планомерно уничтожаться новыми людьми, которых Путин привел вот сейчас. Вот они уже готовятся к эти поправки, там разрабатывать, хотя у них все уже готово, но сейчас у них вот этот процесс идет подготовки массовых репрессий. И богатым людям или нужно свергать эту власть, да, и законной конституции 93 года возвращаться, или же им нужно бежать из этой страны. И то же самое касается и окружения Кадырова. Те люди, которые там работают на ГРУ, которые там были против Кадырова и так далее, их права будут еще меньше, их возможности будут еще меньше, власть будет уменьшена. И на них тоже будут репрессии. Именно в Чечне, я имею в виду, Чеченской республике, Ичкерия, временно оккупирована. Поэтому нужно валить, короче. Так. 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 Чечня не Россия. Можно dik juist hoнгушят хош селан дюн плакач эцаньяни террорист бош. Циш цогун кел химакет. Цогун кел хима.
Да, это тоже очень важно. Мы здесь отпускаем бороды, там везде там приветствуем убийство там кафиров там и так далее, а потом возмущаемся, что нас к нам относятся как террористов. Если где-то есть какие-то нарушения, это не касается этого случая, который сейчас был. Опять же, где-то есть какие-то жесткие задержания, отказы там в политическом убежище, где-то ущемление прав, то это тоже надо понимать, что это происходит в том числе и по вине тех, которые по какой-то непонятной причине думают, что они тут находятся на джихаде. Джихад можно делать в другом месте. Сейчас Германия не воюет, да, с вами. Она вам дает приют, она вам дает деньги, она обеспечивает ваших родителей, детей, школой, медициной и всем далее. Просто это... А потом мы возмущаемся, вот к нам так относятся. Это я просто не хочу называть факты, то же самое, что здесь в Гамбурге происходит, да, есть такие моменты. Я просто не хочу называть это все, говорить, но это просто иногда неправильно, очень неправильно. Так, Вильбес Инкульт. Асна, как отнесется мировое сообщество к упразднению международного права в Российской Федерации? Есть мнение, что это все делается на фоне подготовки к войне. В первую очередь, Вильпос Инкульта, это делается, война-то Россия уже ведет две войны и оккупировала несколько территорий. И, между прочим, с нами тоже третья война идет, и с Грузией тоже, потому что ни грузины, ни чеченцы военного положения не отменяли, и России договор о мире не заключали после того, как они его нарушили вновь. И в первую очередь это делается для того, чтобы россияне не могли обращаться в международные институты. Это подготовка к массовым репрессиям. Все, нет международного права, и всех можно посылать к черту. Да? Рассказал российский суд, да, какой-нибудь там, Пятигорский или кто там, Минводах они судили нас, ростовский суд, да, сколько чеченцев незаконно осудил ростовский суд или там Минводах суд, ну еще где они там вокруг нас, в этих судах людей столько пересажали незаконно. Эти люди будут лишаться, во-первых, доступу к справедливому судебному разбирательству, защите своих прав. Короче говоря, у России официально, открыто у русских не будет возможности, у россиян, проживающих в России людей, не будет возможности защищать свои права. Все, вы останетесь один на один с людоедом, россияне останутся. Как оно отнесется мировое сообщество? Если же мировое сообщество, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, не примут сейчас же кардинальные меры по этому поводу, и сейчас же не начнут выявлять неправовые аспекты в этом вопросе, которые они сейчас выдвинули и сейчас будут усиленно, вывели в свет, скажем так, да, официально провозгласили. Если американцы не будут этому препятствовать, то Россия просто жестко станет авторитарной и многократно опасной для безопасности, для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Потому что такая закрытая страна, которая будет похожа на Северную Корею, и народ, который абсолютно лишен всех прав, который будет массово пропущен через мясорубку, и после этого этот народ можно будет поставить под ружье, и вот тогда уже не сожалея послать миллионы людей и на Европу, на Европейский Союз, и на другие там страны, которые там союзники тех же Соединенных Штатов. Не жалея миллион, они готовы пролить миллионы людей, если по ним не будет нанесен там превентивный удар. Они готовы дальше развивать свое наступление. Но для того, чтобы это наступление пошло, и нужны эти заградотряды, которые раньше были. А этих заградотряды надо подготовить. Это те люди, которые будут сперва убивать внутри страны, подготавливать это общество, запугивать точнее,
И после этой подготовки, этого запугивания, эти люди уже смогут сзади ставить свои вот эти Максимы пулеметы и посылать миллионами, там, тысячами, сотнями тысяч людей на смерть. Что Европа, не Америка не хотела бы, да, на себе это испытать. Поэтому я считаю, что если сейчас мировое сообщество, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, вот, какими угодно способами, да, когда осталось 160 километров до завершения Северного потока-2, они смогли остановить этот Северный поток-2. То же самое они смогут при желании всячески прервать вот любую возможность легитимизации вот этого референдума изначально. Потому что Путин не имеет права выносить на референдум вот такие вопросы. После этого сама процедура, которая будет происходить, ну вот только что, то, что я все это рассказывал, она должны подготовить людей. Если они этого не сделают, мир ждет то, о чем предупреждал Джохар Мусаевич Дудаев в 1995 году. До невероятных размеров разрастется эта угроза. Поэтому не знаю, что предпримет Соединенные Штаты, но то, что им сейчас надо это остановить, это интерес национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И Европейского Союза еще больше, чем в том числе и Германии. Потому что рано или поздно это придет к тому, что Германия столкнется в военном противостоянии с Россией, ну как и другая часть Евросоюза также столкнется с Россией. Možda da Čečenija i bydla от ашеларише бол неклилош нохче хавохша сразу киот хадар дар чамбехкан. Мождад, абсолютно, опять же, ты прав. Если бы, тут Мождад говорит, если бы некоторые нехорошие люди себя вели бы подобающим образом, то вопросы с получением позитива решался бы очень быстро. Это правда. И реально те, кто у нас воевал, реально кто преследуется, эти люди, реально, которые эти бороды заслужили носить, эти люди страдают из-за людей, которые просто вот в рекламных целях используют. Ну или пытаются противоправно как-то себя тут вести. Это очень опасная вещь, когда во всем мире только об этом говорят. Нам надо быть очень осторожным. Кстати говоря, этот Зелимхан Удугов, у него реально были пострадавшие в семье, что многих как бы обходило стороной. По крайней мере, он мне так об этом говорил. Так, Ганс Генчер. Салам алейкум, Асан. Мне кажется, дело чести наказать этих журналюк и бабки с них тоже создать. На все расходы полицаев принудить публично извиниться. Каждый чеченец должен оказать содействие в этом. Алейкум салам, Ганс Генчер. Ну смотри, во-первых, полицию можно принудить. Но это очень сложно будет. Это должно быть очень большое нарушение. Во-вторых, полиция скажет, мы провели проверку, все остальное было за совестью, на совести журналистов. Это так и есть. Журналист не обязан писать то, что им говорит. Здесь реальное разделение властей, и журналисты вольны друг от друга. Но была указка, что про исламских, чеченских исламистов, как по указке, одновременно все начали писать. Я предполагаю, что это будет массовая зачистка всех людей, кто будет подозреваться в принадлежности вот этой группе людей, которые носят бороды. Их будут массово депортировать. И на основании вот этих видеосюжетов, новостей, будут ссылаться и формироваться общественное мнение. И я считаю, что людям нужно вести себя чуть
поосторожнее в этом моменте, потому что это не только это ну, такая не разовая такая, по всей видимости, акция, да, что вот зашли, показали и забыли. Этому, скорее всего, будет продолжение. Конечно, мы должны судиться. Суд – это законное действие, которое обязаны просто прибегать любой уважающий, добропорядочный гражданин для защиты своих прав. Ничего постыдного, ничего такого нет. Ни по отношению там, к журналистам, ни по отношению к полиции немецкой, ни к чеченоговорящим, да, предателям, кротам, которые здесь находятся, и открытым вот этим ахматовцам. Поэтому это обязательно нужно делать. Но то, что журналюги себя так повели, с них можно попробовать. Хотя, опять же, свобода слова, это все такое, и нужно очень много поработать, чтобы доказать, что это был сговор, что это целенаправленная акция. Это не просто так, мы так считаем, потому что везде так было. На суде бывают совсем другие принципы и работают. Поэтому сможем содрать деньги, да, или там Зелимхан сможет содрать деньги, отлично, это восстановит там все затраты и плюс восстановит, содрать, если там за репутацию, да, нанесен, в принципе, репутационный ущерб в первую очередь им. Мы знаете, как даже при том, что нас называют чеченскими исламистами, все равно на первое место ставить вот этих 5 ребят. Потому что их клеймо, которое на них поставили, это может иметь у них там очень в дальнейшем очень большие последствия. И потом уже весь чеченский народ. Но в первую очередь эти ребята должны очистить свое доброе имя. Да? Если там нет никаких нарушений, то, конечно, в первую очередь, и так мы должны это всегда говорить, в первую очередь эти 5 человек не являются исламистами чеченскими. И в целом весь чеченский народ тоже как бы запачкан. Потому что чеченский народ, он, конечно, запачкан, но он опосредственно, да, не очень сильно это коснулось. Такое, не сильно это задевает, как этих 5 ребят. Это нас всех задевает. Но этих 5 ребят, это может испортить им просто невыносимую жизнь сделать здесь. Да, если будет. И все, кто будет с этими ребятами связан, все, кто имеет такие взгляды, у всех этих людей начнутся проблемы. И я знаю, откуда растут ноги этой проблемы. Я знаю, откуда растут эти ноги проблемы. Но все считают, что вот как считают. Поэтому всем я доказать не могу. Как вы видите, меня пытаются тоже дискредитировать, обзывают там всячески. Делают разную вот эту ерунду. Поэтому надо всячески пытаться защищать свои права. Так, давайте перейдем к вашим вопросам снова. Так. Одну минуточку. Так. Давайте перейдем к вашим вопросам. Чечня не Россия. Я духары згаясхш ир дойча, лоуз дойч, качу соцедош, ордине хадех кавай. Абсолютно верно, Чечня не Россия. Вай шейн матоу или дохце, шейн матоу. Ночи из Германии. Аслан, почему Ахмед Закаев молчит? Даже он видео не снял. Но Ахмед Закаев, во-первых, не должен реагировать на такие вещи. Если он посчитает нужным, конечно, он отреагирует. Если он не считает, обязанности в это не входит. Потому что на такие вещи там на самом деле никто не знает, как все это происходило. Да? Никто не знает, на самом деле мы и знаем только со слов Зелимхана. Я верю Зелимхану. Но Ахмед Закаев это официальное лицо, которое представляет Чеченскую республику Ичкерия. И если те обвинения, которые, да, дело-то не закрыто, их отпустили, но их не задержали. Но против него ведется какая-то проверка. Он говорит, дело не закрыто. Значит, есть возбужденное дело какое-то. И если Ахмед, он официальное лицо, и это говорит от имени Ичкерии.
Это не обязательно. Это премьер-министр, это не его уровень, как говорится. И мы должны это понимать и должны как-то на это реагировать. Для этого есть другие лица. В первую очередь, это, конечно, был ответ от Меркель. Я видел обращение Меркель там по этому поводу. А, Ну и должны представлять люди, ну, во-первых, чтобы на это обратить внимание, об этом должен, во-первых, сам потерпевший говорить, да, сам человек, которого задеты права. Он должен обращаться. У нас есть люди, тот же есть Умар, представитель Германии, к нему можно обратиться. Я могу, если ко мне обратятся. Но к нам не обращались. И по каждому поводу, конечно, Закаев не должен говорить. Ахмед Закаев должен свою репутацию и нашу Ичкерию, и репутацию нашей страны поддерживать ее, чтобы на нее не повесили ярлык каких-то пособников террористов там, и так далее. Потому что все, кто сейчас будут заниматься этим вопросом, выходить, они могут стать автоматически пособниками, да, вот этого, и могут попасть в поле зрения правоохранительные органы, и у них начнутся проблемы. Это очень все серьезно, ребят. Если мы думаем, что вот сейчас они провели вот такую разовую такую акцию, закончили, это не так. Поэтому нужно решать без шума и аккуратно, но строго в соответствии с законом и в соответствии в письменном виде это все нужно решать. Да? А на митинг, конечно, можно выйти, а тот, кто не побоится выйти, да, потому что могут что угодно навесить. Так, пойдемте дальше. Мухаммад технологии инновационный. Буду тебя просто Мухаммад называть. У тебя название ника сложное. Мне кажется, Россия дала информацию о подготовке теракта в Германии. Немцы оперативно отреагировали, а потом поняли, что их обманули. Да, вполне возможно. Вот именно такая версия тоже, я ее высказывал на прошлом нашем, на чеченском нашем стриме. Конечно, возможно и большая вероятность того, что Путин дал вот стопроцентную информацию, что вот этот парень готовит там какой-то там теракт и еще что-то. Там какое-то видео фигурирует, что вот он снимал синагогу и так далее, и так далее. Я не знаю, короче, для точно, да, давал Путин такую информацию или нет. Но вероятность, конечно, есть, потому что оперативно, как только Меркель вернулась с этой встречи, началась вот эта массовая такая облава, да, на несколько человек, на 5 человек. Что еще сказать? Ну, надо быть очень-очень осторожными. Нам в каждом месте, наоборот, я в прошлом стриме говорил, нам надо подчеркивать, что мы никакие. Нам надо очистить наше доброе имя от той грязи, на которую льют. А мы ни с кем не общаемся, ни с кем не пытаемся донести нашу позицию. На нас тонны грязи льют, а мы ничего, вот мы там ничего должны делать не надо. Должны делать, должны выходить и доказывать. Но сейчас это очень такая скользкая тема. Здесь нужно быть очень аккуратным. Это я вам как с юридической стороны говорю, как юрист вам говорю. Потому что это не так, что вот мы не прав, мы абсолютно невиновны, и вот мы пошли вперед. Тут нужно документы иметь. Вот то есть бумажка, что я невиновен. Потому что с той стороны уже такое серьезное обвинение есть. И вот поэтапно это надо делать. Здесь рубить с плеча очень аккуратно надо быть. Так, частей нет. Так, где? Поехали дальше. Так, дело именно в бороде, говорит. Не только в бороде, здесь многие, кто носит бороды, и там может быть дело в родстве, может быть еще с чем-то это связано, да, человек, что родственник. Может быть, но я считаю, что в окружении этих людей
вероятно, может присутствовать стукачок. И это может быть не от Путина исходить и от России, хотя от России, но от другого стукачка. Так, так, здесь, короче, я вижу, Алан Аланов угрожает. Ой, не того. Подожди-ка. Сейчас, одну минутку. Так, я дал Ама, короче, временно исключил. Хотя хотел другого. Сейчас, одну минутку. Вот, я хотел Алан Аланову, а этого мы сейчас вернем. Так, дал Ам, Маждада, где я сказал, что мне мешают? Так, нет, это не мне. Так, смотри, Алан Аланов, ты тут ни за кем не следи, никому не угрожай. Я тебя временно исключил. Здесь еще раз напоминаю, каждый раз я забываю напоминать, хотя мне надо перед каждым эфиром это напоминать. А, Этот канал просматривается, за этим каналом следят. Не оставляйте под каждым видео, я у себя под каждым видео в описании указываю, не оставляйте никакой информации, которая может вас идентифицировать. Тем более, если вы находитесь во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия или же в России. Не оставляйте никакие телефоны, никакие данные. Если вы находитесь в Чечении, не говорите даже, что вы в Чечении находитесь. И так далее. Прошу соблюдать свою безопасность. Ваша безопасность в ваших руках. Ни в коем случае ничего не пишите и не говорите. Не ставьте лайков, ничего не делайте. Посмотрели, закрыли, все. Так, пойдем дальше. Аслан Ичкерия. Если посмотреть на оперативность, то понятно, что это просто обработка информации по горячим следам. Так, Аслан, ты о чем? Так, Елена Орлова. Разумеется, сказать возможно все, что угодно. На каждый аргумент необходимо иметь соответствующие документы, что во всех цивилизованных странах. Совершенно верно. Несущий мир. За ними наблюдали, друг друга в больницу отвозили. На 35 минут по пути заехали перекусить и помолиться. За ним давно наблюдали. Месяца 3 где-то. Ну, значит, была информация. Значит, была информация. А что там было по поводу синагоги? Он снимал ее или же это видео как-то случайно сделано? Что вы по этому знаете? Напишите мне. Так, так, Елена Орлова, привет, все, приветствую. Так, так, Ганс Шрёдер. Если могут что угодно навесить, тогда чем Германия отличается от Срусни? Россия, Германия отличается, но видите, вот этот вопрос очень сложный вопрос, да, и мы всех деталей не знаем, во-первых. Во-вторых, Германия, конечно, все навесить не может, все что угодно навесить не может. Я имею в виду, что вот там журналисты могут там как-то развернуть этот оборот речи, может, я неправильно выразился, можно вот и получиться так, что ты оказался не в то время, не с теми людьми, да, поэтому вот я это имел в виду. Ну, конечно же, как в России, Германия навесить не может.
А я про то, что полицейские работают по горячим следам, как бы. Может быть, какие-то, может быть, да, раз 3 месяца следили, и потом появился какой-то факт, и резко заскочили. И привели для этого прессу почему-то. Вот такой широкий резонанс это получило. Но мы должны бороться с этим. Вот бороться, во-первых, чтобы нас не называли исламистами, а во-вторых, по судебным методам, да, правовыми методами. И, конечно, мы не должны быть исламистами. Мы не должны делать вид, что мы исламисты, да, там, притворяться, да. Мы же знаем, да, что есть люди просто напрочь лживые, которые притворяются там, ярыми поборниками ислама, но на самом деле являются далеки просто от ислама. Так, давайте перейдем дальше. Асланочки, Аслан, надо перестать бояться и Кадырова, и всех этих шкур. Да, конечно, я об этом уже давно, уже почти год говорю. А еще есть люди, которые всегда об этом говорят. Так, Ганс. Снимал он из машины, походу, синагога попала в кадр случайно. Ага. Ну, странно, конечно, странно. Странно. Так, несущий мир Узелема, адвокат еврей. Ну, здесь... А кто, не знаете фамилию? Не Оболонец? Есть такой адвокат, или как его? Оболонец, по-моему. Как пиво, по-моему, его фамилия. Я не помню точно. Оболоньев, может быть, да, какой. Я не помню точно сейчас фамилию. Не он ли? Это бывший, я так понимаю, адвокат ЮКОСа Ходорковского, да? Не он ли? А то что-то он активно начал чеченскими делами заниматься. И по какому-то странному стечению обстоятельств человек, который работал на нефтяную компанию ЮКОС, КГБшника советских времен, комсомольца Ходорковского, других там тогда не было просто. И этот человек резко стал правозащитником и заниматься чеченскими делами. Что-то я раньше про этого человека не слышал, что он защищает нас. А сейчас вот этот оболонец везде там какие-то там делами занимается, что внедряется в нас и собирается сбором информации. Возможно, если речь идет вот о этом бывшем адвокате, юристе Ходорковского. Он тогда был не адвокатом, а был юристом. Так. Он ли, знаете, как фамилия этого адвоката еврея? Соцадвоката Ладур Варшан. Мухаммед Технологи инновационно. Я фотографировал Кёльнский кафедральный собор, Страсбургский собор. Это не значит, что я планировал теракт. Конечно, если ты снимаешь, это вообще не имеет никакого такого значения. Да, это не является преступлением, конечно же. Да, вам Аслан, бороду носит во Франции, Англии, еще много где. Тут дело не в бороде, а в нации. И еще из-за того, что документального фильма, в котором наши деятели сказали, что 50% наших чекисты дох галадар из... Кто сказал, что 50% чекисты? Аслан, бороду носит так. Да, вам кто сказал? Нет, у нас 50% не чекисты. Далеко это не 50%. Я надеюсь. Так, антирашизмус. Я часто слышу от наших земляков в Европе такое суждение. Добиваться справедливости через суды бесполезно. Бесполезная трата времени. Ведь это чисто совковая российская ментальность. Да, еще это говорят, это же кафирский суд, как можно туда обращаться. Но это люди безграмотные говорят. Мы должны к этому относиться вот, с пониманием, да, с сочувствием. Это только безграмотный человек может говорить, отказываться вообще от такого законного метода защиты, отказываться, но мне кажется, это верх глупости просто. Так, пойдемте дальше.
Так, полиция, да, вам говорит, полиция не работает на авось, а точно по информации. Тем более 3 месяца пошли. Значит, был вброс информации извне. Да, или извне, или они добыли во время процедуры. Да? Ну, раз ничего не нашли, значит, был просто вброс. Вот что вот сейчас, они сейчас выскочат и сейчас там совершат какое-то нападение. Видимо, поэтому было. Ничего не нашли и все. Посмотрим. Ну, то, что работает полиция, не работает без точной информации, это однозначный факт. Аду Давлету в Вене тоже задержали 2 кадыровцев, которые готовили теракты. В чеченском обществе много неразберихи, менты, бусалбежари и так далее. Да, Аду Давлету, и именно та проблема, что мы не признаем свою законную власть. Мы признаем кого угодно, да, мы готовы уничтожить Ичкерию. Главное, чтобы вот я так считаю, человек, который там ничего не понимает в строительстве государства, он может сказать, что вот это правительство ему не нужно. И мы вот разобщены. Мы пережили геноцид, и мы находимся в тяжелейшем положении. И я считаю, что мы должны с этим бороться. Вот мы сейчас в данный момент именно этим и занимаемся. Мы ищем, обсуждаем, ищем пути выхода из этой сложной ситуации. И мы обязательно найдем. Но надо делать все правильно. Нужно делать, если делать все правильно, как тогда Шамиль Басаев сказал, один человек за компьютером, если знает, как действовать и что делать, он очень много может наделать. И если мы знаем, что делать, как делать, то результат будет. А у нас, ну, мы не хотим признавать, что этот человек может быть там прав, и он там более понимает в этом деле, и надо послушать его и вот помочь ему в этом деле. Нет, каждый пытается где-то там что-то делать. Вот поэтому такие вещи происходят. И вот сейчас мы говорим, почему Ахмед Закаев, например, не выступает. А что мы делаем, допустим, да, для того, чтобы Ахмед Закаев был нашим представителем? Мы ничего не делаем. Но мы сегодня требуем. Вчера мы говорим, что эта власть нелегитимна в лице Ахмеда Закаева. А сегодня говорим, а почему Ахмед Закаев не выступает, не говорит об этом? Это же неправильно. Мы должны все эту власть придерживать и поддерживать. И только когда мы все начнем поддерживать, с ним будут считаться. И если мы его никто не поддерживаем, то это будет такой же человек, как и я. Рядовой гражданин, который, ну сказал он, есть такие права. А если это будет человек, которого все чеченцы поддерживают, вот с этим человеком будут считаться. И его многие поддерживают на самом деле. Но вот эта неразбериха среди нас, она очень мешает нам. Так. Ганс, Аслан, как здоровье Сайдамина? Как он относится к Бартмашу? Здоровье у Сайдамина хорошее, я не знаю, как он к ним относится. Так, и вот то по поводу вот задержания. Ну вот кадыровцев 2 задержали, да, была такая информация, я тоже слышал. Теперь задержали вот этих ребят. Они, я не знаю, и относятся к Имарату Кавказ, наверное. Наверное, поэтому это тоже может быть связано. Может быть, он не относится они к этому, но есть племянник Удуга, это Удугов, один из идеологов, да, Имарата Кавказа, если не самый главный. По крайней мере, я так это понимал. Может быть, с этим связано. Сейчас осталось теперь там кадыровцев нашли, или ичкерийцев осталось, чтобы еще спровоцировать на это все. В Ичкерии, ну, а хули у нас не будет проблем, да, и Ичкерия соответствует, она сохранена, она соответствует международному праву, и она никак не запятнана. Ее репутацию берегли, ее первые лица, да, и поэтому даже Дока Умаров, который одобрил, да, эти действия, которые там применялись, не там выходящие за рамки там международного права, если это было, он сложил в себя полномочия, самоотстранился и возглавил другую организацию. Так что Ичкерия, она не запятнана.
Ее нам надо беречь. И ни в коем случае никакой ярлык исламист, террорист, там, каратист на нее повесить нельзя. Именно и в том числе и поэтому Ахмед Закаев должен не вмешиваться в такую ситуацию. Должны совет старейшин вмешаться, правозащитники, публичные люди должны об этом заявить там, и так далее. И все. Вот так мы должны себя вести. И, конечно, все нужно делать в рамках закона. Мы должны по бумагам это делать. А то, что мы сейчас там будем, мы не террористы кричать, этого сейчас толку не будет. Хотя это тоже нужно будет делать, если какой-то митинг проводить. Но это опять же должно исходить от тех лиц, которые считают, что они пострадали от этого. Они должны организовывать или должны там попросить помощи. Подскажите, как организовать, или помогите организовать. Это несложно, они сами смогут сделать. А потом уже кто посчитает нужным, тот может туда пойти. Хотя я опять же говорю, лучшее, что мы можем сделать, это сбор средств для того, чтобы нанять адвокатов против журналистов. Митинги сейчас особо ничего не дадут. Он про видео, Адамов, где ты говорил, что 50% студентов были завербованные. Я не говорил, что 50% студентов были завербованы. Я такого не говорил. Я говорил, что у нас огромное количество, где мы учились, были завербованы, вербовали, и некоторые поддались. Но 50% я не говорил. Там 2-3 человека, 2 человека и 3 человека, которые я знаю, которые не стали сотрудничать, да, которым не приходили эти бумаги, ни попытки не было. Но подавляющее большинство, конечно, согласилось, и сейчас на благо России из своего кармана работают. Но это отдельная история. И он, по-моему, еще говорил про деятелей нации еще из-за того, что документального фильма, про каком-то документальном фильме кто-то сказал 50%. Это, может быть, я ошибаюсь. Так, мне Аслан Ичкерия задонатил. Дался доль, Аслан, дальше идва. Давай. Так, что такое? Как найти тут возмущаться? Ребята, и вы не возмущайтесь. Если вы хотите, чтобы я увидел ваше сообщение, да, обязательно, чтобы я увидел. Вы 1 евро донат просто пошлите, чтобы я увидел. И не возмущайтесь, если ты сейчас обо мне как найти, говоришь. 8 раз ты, говоришь, написал. Я просто не увидел. Я прочитаю и перемотаю. Пока говорю, вы наговорите тут вопрос, я перемотаю. Без обид только. Так, поехали к вашим вопросам. Так, сколько у нас? 3 минуты осталось. Персон Нонград, Аслан, первый шаг отлучения от России – это отказаться от русских окончаний наших фамилий. Например, Арцуев, Орти, Аслан. Да и это очень нужно и необходимо то, что мы сделаем. И мы это обязательно сделаем. Это должно быть, да, конечно. Так, антирашизм. Абсолютно прав Аслан насчет того, что не на Ахмада надо кивать, а каждый, кто считает себя гражданином Ичкерии, должен выходить и оставить наше общее дело. Остальным просто не мешать. Бредом под руку. Да, совершенно верно. Но там еще антирашизм. Знаешь, какая ситуация? Я, например, знаю просто по себе. Если ты занимаешься делами, которых там считают угрозой национальной безопасности, когда все хотят этих людей убить, да, это те же наши муджахиды, наши партизаны, которые там вели, но под
религиозным, да, знаменем вот нашу освободительную борьбу, которую мы видели, что такие люди тоже присутствуют. Если ты занимаешься этими делами, то ты сам попадаешь в зону риска. И будучи адвокатом, да, спецсубъектом, который должен быть защищен, я чувствовал, что я нахожусь там под этим. Но я не особо скрывал своих взглядов, и поэтому я понимал, что я под угрозой нахожусь. Да? А если ты хорошо начинаешь защищать людей, то, конечно же, та сторона на тебя злится. Не было бы тебя, он бы, конечно, быстрее бы справились бы с этой жертвой, которая им попала. И если обычный человек сейчас начинает заступаться за так называемого исламиста, то этот человек автоматически тоже может попасть в этот список. Это не застрахованный спецсубъект. Я на сегодняшний день, я этого никогда не боялся и сейчас не боюсь. Если человек не виновен, то, конечно, я буду помогать любому человеку. Исламист он, каратист, он не имеет значения. Любой человек, преступник, любой человек, нарушивший, даже если он исламист имеется в виду, он заслуживает там квалифицированной юридической помощи и справедливого судебного разбирательства, куда входит обязательно профессиональная, объективная помощь квалифицированного там юриста. И в этом плане, конечно, я не считаю, что не надо это делать. Но некоторые отказываются от этого. И возникает там риск попасть вот в зону, в группу людей, которых могут причислить потом исламисты, и могут возникнуть проблемы, да, в том числе. Даже если человек совершил правонарушение, конечно же, какое бы тяжкое он ни совершил, он заслуживает защиты и адвоката. Вот такая тонкая материя, где вот сейчас в это сложное время, которое нам приходится учитывать, и мы должны исходить из реальности, то получается вот такая ситуация, что ты сам можешь из защитника быть пострадавшим. Так, Адам Грузинский, подписывайтесь на реалити и на Адам Грузинский. Просмотры, лайки, подписки и распространение приветствуются. Да, подписывайтесь на канал Адама Грузинского. Можете перейти по его нику на его сайт. И, в принципе, на этом все. Да, мы уже 1,5 часа говорим. На этом все. Всего хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. Следующий стрим состоится в понедельник, как обычно, в 21:00 по Берлину. Ассаламу алейкум. Всего самого хорошего. Спокойной ночи.